Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Продолжается официальный визит Гурбангулы Бердымухамедова в Таджикистан. Глава Туркменистана поздравил граждан с наступлением Кадыр-Кечеси. Туркменистан придает большое значение развитию отношений с США на принципах взаимного уважения и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил мусульман страны с наступлением Ночи Всемогущества, которая в этом году отмечается в ночь с 5 на 6 апреля. Как отмечается в президентском послании, туркменский народ, как и весь исламский мир, издревле с особым почитанием относится к благословенному месяцу Ураза, Ночи Всемогущества Кадыр-Кечеси, священной ночи милосердия и благоденствия. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с исполнительным директором делового совета Туркменистан-США Эриком Стюартом. Бизнесмен выразил признательность за возможность обсудить ключевые вопросы двустороннего взаимодействия, подтвердив стремление деловых кругов США к дальнейшему развитию продуктивных связей с Туркменистаном. В ходе беседы было отмечено, что Туркменистан придает большое значение развитию отношений с США на принципах взаимного уважения и доверия. Президент Сердар Бердымухамедов констатировал, что крупные американские компании на протяжении многих лет реализуют важные проекты в Туркменистане. По распоряжению президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова передал Таджикистану подарки для детей. В дар таджикскому народу были отправлены лекарственные средства, текстильная продукция, детская одежда и кондитерские изделия. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедов в рамках двухдневного официального визита в Душанбе провел переговоры с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. На встрече обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в торговле, энергетике, транспорте, промышленности, сельском хозяйстве и других сферах. Памятник средневековому таджикскому поэту Саида Насафи Мирабиду установят в столице Туркменистана в культурно-парковом комплексе Махтункули-Фраги. Как отметил председатель Халк Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедов, это станет символом вечной дружбы между туркменским и таджикским народами. Первый умный город Туркменистана Аркадак, один из древнейших городов Таджикистана, Худжанд, получили статус городов-побратимов. Соглашение было подписано по итогам переговоров Гурбангулы Бердымухамедова и Эмомали Рахмона. Ушел из жизни старейший мужчина планеты Хуан Висенте Перес Мора. Житель Венесуэлы скончался от респираторных осложнений на 115-м году жизни. До последних дней Перес Мора жил на ферме в Сан-Хосе-де-Боливаре. В 2022 году, за несколько месяцев до своего 113-летия, он был официально признан Книгой рекордов Гиннесса как самый старый мужчина в мире. Ученые из США выяснили, что вещества, содержащиеся в бытовой химии, не только вызывают аллергические реакции, но и постепенно разрушают мозг. Чем чистоплотнее хозяйка, тем выше у нее риск в старости заболеть рассеянным склерозом. У детей же бытовая химия может стать причиной аутизма. Помимо этого, ученые обнаружили связь чистящих средств с целым рядом аутоиммунных, неврологических и даже психических заболеваний. Исследователи проверили 1823 наименования бытовых чистящих средств и установили, что около 20% из них содержат опасные вещества. На официальном сайте Международной федерации футбола был опубликован обновленный рейтинг национальных сборных, согласно которому сборная Туркменистана опустилась на 2 позиции и занимает 143 место. Среди центральноазиатских стран в рейтинге FIFA выше всех находится команда Узбекистана. Далее идут Таджикистан, Киргизстан и Казахстан. Лидером рейтинга осталась сборная Аргентины, второе место продолжает занимать сборная Франции. На 3-ю позицию поднялась сборная Бельгии, сместившая на 4-е место англичан. За 8 туров до конца чемпионата Англии по футболу Ливерпуль опережает Арсенал на 2 очка, а Манчестер Сити на 3 балла. В 30-м туре АПЛ подопечные Юргена Клоппа обыграли Шеффилд Юнайтед. Встреча на Энфилде завершилась со счетом 3-1. В другом топовом матче четверга Челси одержал победу со счетом 4-3 над Манчестер Юнайтед. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.